Якутии за сутки зарегистрировано 34 новых случая коронавируса. В каких районах? Заявки на оказание помощи, кому и какую поддержку оказывают добровольцы республики. Мир, труд, май. Такие имена дали тройне телят, которые родились 1 мая в Амге. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. В Якутии за сутки зарегистрировано 34 новых случая коронавируса, 29 в Якутске, 2 в Нерюнгри, по одному случаю в Вилюйском, Намском и Мегино-Кангаласском улусах. Одна пациентка была выписана после полного выздоровления в Ленске. Сегодня, в том числе по отработке контактных лиц, анализов контактных лиц по городу Якутску, в том числе по офтальмологической больнице, 34 новых больных. Но необходимо обратить внимание, что у нас также по контактным лицам появились заболевшие, увеличилось количество заболевших в Намском, Кангаласском улусе, в Нерюнгри и Вилюйске. Сам же город Якутск 29, и большинство именно конкретно контакты офтальмологической больницы. Есть ряд новых контактов, новых своего рода очагов, как говорят эпидемиологи, называют это очагами. Есть, новые свои точки. Я думаю, что их сейчас отработают эпидемиологи, и уже картина к завтра будет совершенно четкая и понятная. У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожное высыпание, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. У 10% пациентов с COVID-19 мы видим кожные проявления, о которых немного писалось, а гораздо меньшем проценте писали наши китайские коллеги, заявил он. По словам Проценко, с такими же симптомами столкнулись британские врачи. Высыпания на коже появляются в разных местах на теле, в первую очередь в области кистей и живота. Наверняка по мере распространения вирус мутирует, отметил главный врач. Полевой медпункт доставили на Чуиндинское месторождение. Для открытия временного пункта вместимостью 125 человек планируется также доставить оборудование. Общий вес груза 120 тонн. Доставка производится 3 рейсами авиации МЧС России. Пункт оснащен приемно-сортировочным, операционно-перевязочным и эвакуационными блоками. Имеется возможность обследования пострадавших людей при помощи рентгенаппарата, УЗИ и ЭКГ. Временный пункт размещения состоит из палаточного городка. В нем также предусмотрены зоны для приема пищи и хозяйственно-бытового назначения. Лекарства в период пандемии можно заказать через интернет. Таким образом, покупатели смогут оформлять безрецептурные и часть рецептурных препаратов, сообщили на сайте столичного Роспотребнадзора. При этом нельзя продавать через интернет наркопрепараты и психотропы, а также спиртосодержащие препараты с объемной долей этанола свыше 25%. Например, зеленку, настойки валерианы, прополиса или хиноцеи, карвалол, волокордин, спиртовой раствор салициловой кислоты и другие. Медицинские учреждения Якутии обеспечены запасом лекарственных препаратов. В Намскую, Кобяйскую, Якутскую республиканскую и офтальмологическую больницы доставлены лекарственные препараты в помощь в борьбе с COVID-19. Препараты были приобретены целевым фондом будущих поколений республики за счет пожертвования Тарынской золоторудной компании в размере 2 миллионов рублей. Республиканский волонтерский корпус в рамках федерального проекта «Мы вместе» продолжает свою работу. Волонтерами принято 19 тысяч заявок по всей республике. Кому и какую помощь оказывают добровольцы, расскажет Полина Долинская. 20 марта текущего года Республиканский волонтерский корпус начал свою работу в Якутске. В рамках федерального проекта «Мы вместе» корпус осуществляет свою помощь пожилым людям, маломобильным гражданам и инвалидам первой группы по доставке продуктов первой необходимости, медикаментов, выносу мусора, выгула собак и многое другое. Вы все становитесь участниками всероссийской акции «Мы вместе», организованная волонтерами-медиками и Общероссийским народным фронтом. Хорошо, ребята?
Волонтерский корпус имеет филиалы во всех районах республики. Общее количество волонтеров уже составляет более 2500 человек. Это студенты высших учебных заведений города, студенты медицинских учреждений, волонтеры культуры и спорта. У меня есть родственники, которые старше 65 лет. Я также не хочу оставаться в стороне. И вот решила помогать и стать волонтером. Ну, я хочу, чтобы многие присоединились, и нас стало намного больше. На сегодняшний день волонтерами принято и обрабатывается более 19 тысяч заявок на получение однократной продуктовой помощи. В список внесены пожилые люди, оставившие заявки в колл-центре, одинокие пенсионеры города Якутска, поселка Жатай, а также другие нуждающиеся из всех районов республики, которым сложнее всего приходится в период пандемии. Также списки формируются в самих районах. Можно было самим пойти купить это в другом магазине, здесь чудес нет. Никуда не ходишь, сидим дома. Вот и все. Волонтерский корпус работает каждый день. На сегодня в столице республики оказана поддержка более 4000 нуждающимся. Подать заявку на получение бесплатного однократного продуктового набора можно через портал государственных и муниципальных услуг. В это непростое для страны время. Главное помнить и знать. Мы вместе. Полина Долинская, Якутск. Республиканская клиническая больница номер 3 в условиях самоизоляции изменила график работы. Ведение и лечение пациентов продолжается, все вызовы и приемы обслуживаются на дому. Дистанционно выписываются рецепты на льготные лекарства, медицинские регистраторы принимают звонки по вызову врача, продлению листков нетрудоспособности. Для оказания экстренной медицинской помощи работают рентгенологические кабинеты и кабинет ультразвуковой диагностики, проводится лабораторная диагностика. Отменены плановые приемы врача-акушера-гинеколога. Еженедельно он обзванивает беременных, при появлении жалоб проводит осмотр на дому. Врач-онколог также ежедневно обзванивает пациентов, получающих химиотерапию по показаниям, выезжает на осмотр пациента на дом. Все лечебные процедуры дневного стационара проводятся на дому под наблюдением врача-терапевта. Есть служба паллиативной помощи, которая уже находится в тяжелом состоянии. Все делается на дому. Ставим зонды и меняем колостомы. Так, берем анализы на дому, дополнительно кардиограмму делаем. Вот. Ну, в среднем у нас поступает вызова на одного врача 15-20 вызовов. И на дальние вызова у нас ходит дежурный врач. У нас в городе Якутске, да, по прикреплению много пациентов, которые зона обслуживания высокая получается. Из Мархи до Покровского тракта получается. У города Ленска начался ледоход сегодня, 2 мая в 10 часов утра. Это на 12 суток раньше средних многолетних сроков. Уровни воды при вскрытии ниже нормы. Ниже по течению реки отмечаются подвижки льда. У гидропоста Нюя суточный рост уровня воды составил 2,5 метра и лед подняло. В ближайшие сутки ожидается ледоход, что на 13 суток раньше нормы. В Алекминском районе продолжается повышение уровней воды с интенсивностью от 30 до 90 сантиметров. В центральных районах от 20 до 40 сантиметров отмечаются закраины и вода на льду. Установлен порядок компенсации банкам выпадающих доходов, связанных с необходимостью обеспечить население льготными ипотечными кредитами в рамках поддержки граждан в период пандемии. Соответствующее постановление правительства вступает в силу сегодня, 2 мая. До 1 ноября этого года россияне могут получить ипотеку по сниженной ставке 6,5% на весь период кредитования. Программа распространяется на жилищные займы до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 миллионов рублей в других регионах страны. Минимальный взнос составляет 20%. Мастерство, инициатива, ответственность. Под таким девизом в Хандыге провели профессиональный конкурс мастерства среди бетонщиков-арматурщиков, сварщиков, водителей и погрузчиков, который состоялся накануне Дня Республики. Мария Винокурова продолжит. Соревнования проводились на строительном объекте по улице Магаданской. Первыми стартовали арматурщики. Их задача – за минимум времени произвести вязку каркаса колонн. Затем свое мастерство продемонстрировали сварщики. Я сегодня с Русланом, с молодым, как можно сказать, студентом, обучал его. Я уже работаю давно
опыт имею, потому это конкурс мне как бы это не разминочный, а как бы научающий молодое поколение. Самым захватывающим стал конкурс среди водителей-погрузчиков. Они удивили собравшихся трюками, которые способны выполнять на машине такого класса. Только при помощи ковша погрузчика каждый перевез жерди и потом установил на платформу. Попытался зажечь зажигалку, закрыть спичечный коробок. Работаю сварщиком с 2016 года и 2 года в строительстве. У нас участвуют 4 участника, я закончил и вот ждем результатов. Профессиональные навыки участников оценивали приглашенные эксперты, представители горно-геологического техникума, а также руководство Хандекского участка ООО «Атлант». Мы не стараемся показывать рекорды, просто мы обучаем молодых рабочих специалистов, и команды у нас составляются опытной с молодым рабочим. Приветствуется наставничество, взаимосвязанность бригады. Организаторы мероприятия планируют дальнейшее проведение подобного профессионального конкурса мастерства, цель которого – повышение престижа рабочих специальностей в отрасли. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Мир, труд, май – так назвали тройню телят, которые родились 1 мая в Амге. Тройное прибавление в личном подсобном хозяйстве у молодой семьи Слепцовых считается редкостью. У их 7-летней коровы родилась тройня. По словам фермеров, оплодотворение коровы произошло естественным способом. В честь праздника телят назвали «Мир, труд, май». Мы тоже сами очень удивились. Мы ждали двойню. У нас этот ветеринар Василий Слепцов тоже перед родом у нас это ходил и говорил, что возможно у вас будет двойня. Мы ждали двойню, вот, оказывается, когда вот рожала, мы присутствовали и появилась тройня. Удивились очень. Ну да, все здоровы, в хорошем состоянии. Оставайтесь с нами, еще больше информации на наших сайтах.